Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре пятница, 3 марта. Картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картошка пай. Продегустировать более сотни блюд из самого популярного и любимого в России продукта и узнать секреты их приготовления все желающие смогут сегодня на межрегиональной выставке «Картофель-2023». Но если сам картофель невкусный, ничего хорошего из него не выйдет. Выбрать лучшие, самые перспективные сорта можно тут же на выставке. Сделать это торопятся дачники и сельчане. С самого раннего утра они выстраиваются в очереди. А представители компаний из почти 3 десятков регионов страны и Республики Беларусь обсуждают ситуацию на российском рынке товарного картофеля. Межрегиональная выставка, которая уже в 15-й раз проходит в Чебоксарах, по сути задает тренд в развитии отрасли. В Чувашии по федеральной программе продолжается модернизация школ. Сейчас капитальный ремонт идет в 22 образовательных учреждениях. Работы в них необходимо завершить до конца этого месяца. Но не везде строители укладываются в сроки. В столичной 7-й школе задержку подрядчик объясняет дополнительными работами, необходимостью обследовать фундамент и несущие стены. В Новочебоксарской школе номер 5 к капремонту приступили еще в прошлом году. Но уже в самом начале работы на недочеты среагировала прокуратура. На объекте не хватало людей, из-за чего строители выбились из графика. Удастся ли школьникам вернуться в родные пенаты в начале 4-й четверти, как и планировалось? Сегодня выяснит наша съемочная группа. Материал об этом в выпусках «Вести Чувашия». Сегодня состоится республиканский фестиваль детских чувашских мультфильмов. Он завершит проект «Этникум», который получил поддержку президентского фонда культурных инициатив. Поклонники анимационного творчества соберутся в Чувашской детско-юношеской библиотеке. Интерес к мультикам у ребят большой, причем не только к просмотру, но и к процессу создания. Первый набор в специальную школу «Чуваш-мультфильма» вызвал настоящий ажиотаж. 16 первопроходцев уже приступили к занятиям. Ребята научатся создавать персонажей в 3D-объеме и, словно волшебники, их оживлять. В конце курса юные аниматоры презентуют собственный ролик, который войдет в первую большую работу студии по мотивам чувашской легенды. Праздник искусства и творчества и умная благотворительность. Завтра в Чебоксарах откроется традиционный городской фестиваль «Добромаркет». На первом этаже торгово-развлекательного центра «Каскад» посетители ждут мастер-классы, выступления творческих коллективов, лекции психолога. Традиционно свои изделия представят и мастера народных промыслов. Часть вырученных средств, собранных на фестивале, пойдет на помощь подопечным фонда имени Ани Чижовой. А точнее на создание доступной среды в квартирах 3 семей, нуждающихся в поддержке. Мы продолжаем рассказывать про подопечных приюта для бездомных собак «Право на жизнь». Сейчас там около 500 четвероногих жителей. В пункте передержки рады каждому пристроенному питомцу. Своего хозяина ищет и собака-стрекоза. Такую кличку ей дали за неуемную энергию. Любит бегать на перегонки с ветром, не прочь и со своими соседями порезвиться. Хозяины бы ей подстать. Любящего активный отдых, длинные прогулки. Если вам приглянулась эта веселая особа, то милости просим в пункт передержки с 10 до 16 часов вечера. Сегодня, по прогнозу синоптиков, столбики термометров опустятся до минус 7 градусов. Но погода может показаться куда холоднее из-за сильного ветра. Так что, несмотря на лучики солнца из-за облаков, одевайтесь потеплее. На этом у меня все. Желаю вам продуктивного завершения рабочей недели и интересных выходных. Оставайтесь на телеканале «Россия».